О такой встрече мечтает, пожалуй, каждый путешественник. Чтобы услышать историю покорения Арктики из первых уст, наши профи-туристы приехали даже из других городов. Дмитрий Шпаро еще и великолепный рассказчик, захватывает любого. Лыжами его студента МГУ заразил научный руководитель, известный математик. Тогда все советские люди ходили в какие-нибудь походы. И самые первые экстремальные на север у Шпаро были как раз на нашей территории. Отправной точкой в Арктику для него стала крайняя железнодорожная станция Хальмер-Ю. Таким образом были теперь уже заражены не только лыжами, но и вот этой вот северной, достаточно сложной для лыжника обстановкой природы. Трудно было все делать, было очень холодно. Мы были крайне плохо одеты. То, что сейчас люди на себя надевают, если сравнить с тем, как мы были одеты, это вот небо и земля. Ну вот, но все-таки никто из нас не пострадал. Носы мы все, конечно, сильно обморозили, пальцы на руках обморозили, но вот все ноги были целы, самое главное. И дальше мы опять попали в Воркуту. Кандидат математических наук после 20 лет преподавания выбрал все же север. Вот кадры того рекорда – первого покорения Северного полюса на лыжах. Доказательство, что силы человека беспредельны. 76 дней пути. Родина отметила их подвиг орденами. Сообщение ТАСС. 1 июня 1979 года на географическом Северном полюсе Земли поднят государственный флаг СССР в честь достижения вершины планеты высокоширотной полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда». Впервые в истории совершен переход от берегов СССР к полюсу на лыжах. В Институте физиологии КОМИ у ученых свои интересы. Здесь как раз занимаются исследованием человека в экстремальных условиях севера. И даже изучали пробы крови легендарного Шпаро. 29 лет назад, параллельно с советско-американской экспедицией с Чукотки на Аляску, в экспедиции научной участвовал Евгений Бойко, ныне директор института. Министр здравоохранения штата Аляски, мой большой друг в прошлом, так сказать, в будущем, так сказать, и так далее. Тед Мала, он здоровенный такой, ну, как бы микс экскимос. Он пришел с вакутайнерами, такие системы для забора крови, которых мы не видели, не знали, мы же дремучие были. И, значит, прошарашил все вены, а там техника нужна определенная. Мы американские врачи, мы возьмем. Вот. И, в общем, все лыжники стали верещать: «No, Тед Мала, no, Тед Мала». Но русские врачи им тоже, советские, им давали жизнь. Почему? Потому что наша задача была набрать как можно больше крови, потому что мы больше биохимии могли сделать. Ученое сообщество договорилось о возобновлении сотрудничества. Опыт Шпаро бесценен. Он был и остается вместе с сыном организатором самых трудных экспедиций, в том числе с участием людей в инвалидном кресле и с другими особенностями. Поле деятельности в таких путешествиях для ученых огромное. Например, для нас это был технический вопрос важный. Вот спинальник, у которого, значит, поврежден позвоночник и ноги обездвижены. Значит, как у него ноги замерзают больше, чем вот у нашего брата двуногого, или меньше? Значит, у него ноги абсолютно сухие, ноги не потеют. Поэтому, так, один из выводов был сделан, что все-таки отморозить ему ноги довольно сложно. Но мы этого не знали. И у них обязательно были внутри ботинок специальные датчики. 30 лет успешно работает клуб приключения Дмитрия Шпаро, благодаря которому в настоящие путешествия на катамаранах, велосипедах, собаках попадают самые разные дети, в том числе и состоящие на учете, с ДЦП или с отставанием в развитии. Каждый год 7 юношей и девушки, прошедшие строгий отбор, отправляются в лыжный поход от станции Борнео до Северного полюса. Полярник удивился. До сих пор в экспедицию не попали дети из Северной Коми. 63 ребенка из 42 регионов прошли вот этот путь от станции Борнео до Северного полюса. Ну, мы считаем, что это вообще супер результат, потому что вот это люди, которые реально возвращаются, в самом деле им некуда деваться, они возвращаются в свои регионы, ну и в этих регионах они становятся такими маленькими звездочками, они все становятся более мотивированными, более настоящими, более добрыми. К северу нашего полярника отношение особое. Арктические просторы нужно осваивать. Во-первых, здесь уже живут люди. Здесь несметные богатства и трасса Северного морского пути. А потому Арктика может процветать как экономический регион.
Это форпост России и перспектива на многие поколения вперед. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.